Мы знаем вас как действительно достаточно популярного человека. Мы знаем вас как ваше решение баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Также, исходя из ваших публикаций, мы знаем, как вы рьяно боролись за преподавание татарского языка в школе. Ну и вот, к сожалению, который, значит, никак не мог забыть ваше участие в этом злачном программе Николая Фоменко, где все-таки вы, ну, видимо, своим решением снимали топлес. Это все в открытом доступе, это могут открыть как взрослые, так и дети. Но, по моему мнению, это, в общем-то, никак не сопоставляется с морально-нравственными какими-то устоями. Как вы прокомментируете вот то, что я сказал, два последних, вот, скажем, события, которые были в вашей жизни? Спасибо большое. Да, Рамиль Чингизович, как член профильного комитета Общественной палаты Российской Федерации, я поддержала идею о том, что, конечно же, нам необходимо вводить особый контроль за средствами массовой информации. И на протяжении последних лет в этом направлении сделано уже достаточно серьезное продвижение. Что же касается позиции по преподаванию родных языков, будучи наполовину татаркой, когда я сама уже стала мамой, я поняла, конечно же, что, зная родной язык, можно добиться в жизни гораздо большего. Более того, сейчас, будучи матерью 4 детей, я поняла, что на примере своего младшего ребенка, это мой сын, который искренне расстроился, когда пошли разговоры о том, что в школе не будет татарского языка. Он отличник круглый и говорит по-татарски, и любит этот язык. И мне бы хотелось, чтобы язык своих предков он знал в совершенстве. Я считаю, что предложение президента Республики Татарстан о том, чтобы следующий год, 2021 год, стал годом родных языков и национального единства, полностью поддерживаю и считаю, что сохранение культуры предков, наших корней – это залог процветания не только нашей республики, но и нашей большой, великой, многоконфессиональной, многонациональной страны. Сегодня должность уполномоченного права детей – это публичная должность. И вы должны знать минимум 2 языка на этой должности. Да, Злат Киямович, я с вами полностью согласна. Более того, в детстве я практически без акцента разговаривала на татарском языке. Нет, сегодня мы имеем в виду. Сегодня я полностью с вами согласна, что каждый представитель власти должен разговаривать на 2 языках. Причем это не только обогащает наш язык, но также, конечно же, обеспечивает взаимодействие с населением нашего региона. Вы опубликовали статью под названием «Насильно ратным не будешь». Позвольте процитировать отрывок, начало даже. Ваш муж разговаривает с вашей дочерью. «Папа, помоги мне сделать уроки по татарскому». Отец: «Извини, малышка, ничем не могу тебе помочь. Я русский. Татарский я не знаю и знать не хочу». Малышка говорит: «Но мне же поставят 2, я ничего не понимаю». Отец отвечает: «По-татарскому я тебе разрешаю получить даже кол, да хоть за четверть. Вообще можешь на него не ходить, я разрешаю». И дальше в этом же духе я как опытный литератор замечу, что у вас есть определенные литературные способности, особенно в жанре пасквиля. Собираетесь ли вы продолжить литературную деятельность в качестве детского омбудсмена в этом направлении? Да, Ракаил Рафаилович, я думаю, что вряд ли будет хватать на это времени, и ваше замечание только подчеркивает важность нашей задачи. Бала хокукларын һәм мәнфәгатьләрен ялларга үз вазифаларымны Берләшкән Милләтләр Оешмасының бала хокуклары турындагы конвенциясенә, Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенә һәм Татарстан Республикасы законнарына гаделлеккә таяныш һәм намус кушканча башкарырга сүз бирәм.